Уважаемый Ахлой Сабекович, уважаемые члены правительства, уважаемая общественность, все те меры, которые сейчас сегодня было принято, это очень хорошо. Хорошо было рассказано, слайды были красивые со стороны Министерства экономики и Министерства финансов. Но единственный вопрос, который нужно сейчас нас тревожит, и надо это выполнить, рассматривать персональную ответственность каждого министра по обеспечению стабильности в стране. Стабильность в стране обеспечивается главная составляющая – это продовольственная безопасность. Так, по продовольственной безопасности мы должны давайте опустимся на землю и сразу общественности объявим, что продовольственную безопасность будем обеспечивать страну полностью. Каким образом? План мероприятий, пожалуйста, объявите народу, населению. Все, каждый знал, что у нас нехватка продовольствия не будет. Министр финансов, министр МЧС, министр экономики несете персональную ответственность. Так, сколько у нас зерна, муки в запасе, сахара, растительного масла, где можно купить, прогнозы покупки, прогнозы контрактов. Если у вас контракты, заранее, ребята, работайте. Заранее. А то мамлекетімізде май түгенгеннен кейін май жоқ қалды деп отырбайды. Кто за это ответственен, заранее заключайте контракты, заранее начинайте работать со всеми своими партнерами. Если какие-то вопросы возникнут по продовольственной безопасности, вот это 3 министра будете персонально головой будет отвечать. Тревожьтесь, выходите и работайте. Пожалуйста, вот это очень важная составляющая. А то, что там экономическая часть или там финансовая часть, которую там Ахлой Сабекович очень правильно сегодня объяснил, и экономисты правильно объяснили, это как бы на перспективу. А сегодня главная задача в стране обеспечить в такое неспокойное время продовольственную безопасность всего населения. Кроме того, таможня, министр внутренних дел, ГКМБ, налоговые совместно рассматривайте границу с Баткеном. Всю продовольствие сейчас, как насосом вытягивать туда. Встаньте с живым щитом на границе, чтобы ни одного килограмма не пропускать. Ни масла, ни муки, ни сахара. Это главная задача. Если вдруг сейчас все, что у нас имеется продовольствие, вытянуть в другую страну, такие как наши соседи, которым не хватает, сейчас там цена муки почти 1,5 раза выше, чем у нас. Цена сахара также. Масла вообще у них нету. Поэтому они собираются от нас вывозить. Выставляете своих сотрудников с живым щитом. Не дай бог ни одного килограмма, чтобы продовольствие туда не уходило. Особенно таможня. Очень слабо работаете. Юг таможни по контрабанде. Очень слабо работаете. Я предупреждаю еще раз. Поэтому вот эту часть, уважаемые коллеги, уважаемые министры, возьмите на вооружение. Продовольственная безопасность на сегодня, в такое неспокойное время, самое главное, чтобы народ был обеспечен продовольствием. Остальные потихоньку будем решать. Спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь, уважаемые коллеги, персональная ответственность, о котором говорил Камчоев Хадыршаевич, будет отражена и в постановлении. Даниил Жолдашевич, хорошо? Для наших граждан мы должны объявить, я сейчас думаю, министр МЧС более подробно нашим журналистам расскажет, 120 тысяч тонн пшеницы у нас в Госматрезерве есть, из 30 мукомольных заводов работает 25, на каждом мукомольном заводе у нас от 500 до 1000 тонн готовой продукции есть. Около 2 миллионов литров растительного масла. То есть для обеспечения необходимых квот и по выделению обеспечению географически и по ценам продовольственной безопасности у нас достаточно ресурсов.
Но то, что сейчас предупредил уважаемый Камчоев Кадыршаевич, это касается нечистых, нечистоплотных на руку людей, которые хотят за счет нашего народа, за счет наших запасов сделать себе прибыль. Такие были всегда. Кому война, а кому мать родна. Вот таких людей, Улан Амаканович, надеюсь, мы вместе с вами выловим, накажем, чтобы другим не было паводно. Потому что өз үстіне елуісте, тыныштықта, тоқшылықта қармашығыз керек. Өз үсте ресурстар бар. Министру МЧС уже выделены необходимые ресурсы, Бобек Ергешевич. В каком объеме вы сейчас средства имеете? У нас в общем количестве выделено порядка 8 миллиардов сомов для закупа необходимых продуктов питания. И на сегодняшний день у нас есть поручение и президента, и правительства о закупе вот этих всех основных продуктов. В такое неспокойное время мы предлагали председателю Национального банка, министру финансов пересмотреть свои внутренние нормативные правовые акты, которые позволяют нашим коллегам, в том числе и МЧС, в первую очередь, если потребуется, то и наличными брать деньги и завозить, если надо, и самолетами, и всеми необходимыми средствами, которые позволяют нам в этом направлении держать уровень госматрезервов для обеспечения продовольственной безопасности. Прошу, учитывая память, я в 2008 году, в 2007 году, кто тут работал, помнит, резкий скачок цен на пшеницу, и нас тогда спасла Китайская Народная Республика. Не только на традиционных наших поставщиков надо ориентироваться и на Китай, Иран, и другие направления, где мы могли бы эти рынки освоить и найти. По нашему пути идут и другие государства, уважаемые коллеги. Ноу-хау, придуманное Кабинетом министров Кыргызской Республики о временном управлении, сейчас активно применяется в Российской Федерации. Мы 6 лет назад сняли НДС золотых слитков. Прошлый месяц после выступления и призыва главы государства Садыра Нуркоджоевича люди знают, куда прятать свои лишние деньги. В золото Кыргызстан. С 1 грамма до 13,5 килограмм есть у вас возможность купить и держать свои активы в золоте, которое добывается у нас на Хумторе, надеюсь, который полностью перейдет в ближайшее время, в том числе и юридически, на сторону правительства и кыргызского народа. Я думаю, Алмаз Кушпакович, надо будет продумать взаиморасчеты тоже в золоте, не только на валюте. Правильно, да? Валютная корзина очень неустойчива на сегодняшний день. Вчера Саудовская Аравия заявила, что начинает продавать нефть и газ за юани. Глава государства Российской Федерации объявил о том, что продажа нефти и газа тоже будет осуществляться в рублях. Вы знаете, что это фундаментальная особенность была доллара. Только за доллар можно было продавать нефть и газ во всем мире. На сегодня происходит смена ориентиров. Устойчивые валюты становятся неустойчивыми. Появляются новые валюты, новые деньги, криптовалюта. Поэтому мы все должны быть на стреме. И, как сказал Алмаз Насреддинович, двигаться быстрее, не стоять на месте. Помните, да? Лань утром просыпается, бежит, чтобы жить. Тигр или леопард тоже просыпается и бежит за ланью, потому что он может умереть с голоду. И неважно, ты лань или тигр, все равно приходится бежать, чтобы выжить. Так вот, в таком положении находится наш кабинет министров. Нам некогда рассаживаться, нам надо бежать, надо быть впереди паровоза, нам надо обеспечивать народ и продовольственной безопасностью, и энергетической безопасностью, и обеспечить экономический рост. Надеюсь, мы вместе с вами вот такие поставленные задачи главой государства исполним. Спасибо большое, мне приятно с вами работать.